Первым делом почетные гости приехали в Карабулакскую городскую клинику. Приспособленное под больницу здание построено в 1956 году. Всего здесь функционирует 2 отделения. Ветхие условия не позволяют медикам разместить больше коек и открыть еще одно отделение. Здесь кабинет ультразвуковой диагностики. Там у нас тоже стационарный аппарат, переносной аппарат. Нетранспортабельных на дому обслуживаем переносным стационарных пациентов здесь. В кабинете количество обращений увеличилось, да, по статистике, да? Количество Но обращений в то же время и пролеченных пациентов тоже больше. увеличилось почти 3000. И по плану у нас 1986 пациентов. В 2 раза практически. По факту за 11 месяцев пролечено 2 с лишним тысячи. Часть пациентов пожилых мы даже обслуживаем на дому, потому что у нас нет возможности для них здесь открыть отделение. В 2018 году больница закупила офтальмологическое и лабораторное оборудование для лечения и диагностики заболеваний. Все расположено в поликлинике. И вспомогательное оборудование тоже. У нас есть офтальмологический весь набор. В 2017 году приобретенный лор-комбайн есть. УЗИ-аппарат стационарный, детская консультации, эндоскопическое оборудование, офтальмологическое. Александр Матовников и Махмуд Али Калиматов посещают дошкольное учреждение. Детский сад «Сказочный мир» построен в Карабулаке в рамках реализации федеральной программы. Объект рассчитан на 220 малышей. Здесь созданы все необходимые условия для полноценного пребывания и развития детей дошкольного возраста. Детский сад должен заработать с января 2020 года. Это хорошие работники, у которых есть стаж работы, умеют работать с детьми, им нравится своя работа. Эту всю работу тоже мы вместе проделали. Вы видите, эти группы тоже они. Все это создавали своими руками. Зарплата какая? Ну, получается, 20 Средняя зарплата на такое учреждение 21 620. Двухэтажное здание предусмотрено для 12 групповых подразделений, для сна, занятий играми. Кроме этого, еще и актовые, спортивные залы, музыкальный кабинет, столовая и пищеблок. У нас здесь находится 2 детей до 3 лет. Это ясельная группа. С 3 до 4, с 4 до 5 это средняя группа, и от 5 до 6 это старшая группа. Здесь это дети с 3 до 4 лет. Почетные гости осмотрели также благоустроенную зону садика и оценили детские площадки. Тут есть некоторые моменты, строительство, все тут посмотрим еще. Хорошо. Ну что, вам успехов. Спасибо большое. Чтобы здесь действительно дети получали удовольствие, ну и вы тоже. Будем стараться. Да. Ну а нашей дороге надо думать. Далее по плану состоялось посещение Карабулакской 4-й школы на 540 мест. Образовательный объект отвечает всем необходимым стандартам. Александр Матовников и Махмуд Али Калиматов заглянули на урок по биологии. Вам хорошая учеба, это очень важно. Школа новая, хорошая, преподаватели интересные, оборудование стоит. Всего вам самого хорошего. Главное, хорошая оценка. Сейчас для вас это самое главное, чтобы уровень. Мы посмотрели и, ну, вот, голову, может быть, видели, да, надеюсь. Поэтому было интересно действительно посмотреть и, самое главное, успехов. Далее почетные гости осмотрели условия, предусмотренные в общеобразовательном объекте. В школе успешно функционирует еще и дополнительное образование. К примеру, кабинет робототехники и электроники. Да, робототехника, регуляция. Здесь они работают, это все дети, которые занимаются в этой кружке. Вот идет кружок наш. Это не Лидер может рассказать, это визуальная программа, визуального программирования Scratch. Дети собирают любую программу, которую им хочется собрать, допустим, настроить на область программирования. Сейчас просто сама непосредственно программа, а это панель, где хранятся инструкции для их персонажей, допустим, и они собирают разные сложности. руководство не может собрать. Учащиеся класса робототехники и электроники рассказали почетным гостям про свои возможности. Наглядно продемонстрировали, как работает эта система в деле. Ребята уже сами проектируют роботов. Когда мы замыкаем цель, то есть подается ток, когда мы замыкаем, происходит движение, и лампочка, и двигатель работает. Вот потом я сейчас перешел на микроэлектронику. Это как бы светодиоды, плата Arduino, и как все это устроить, программировать все это. В общеобразовательном центре предусмотрели и стоматологический кабинет. Здесь установлено самое современное медицинское оборудование. Здесь очень шикарное оборудование.
Вот, Это да. кабинет стоматолога. А мы своих детей, все звуки. Стоматолог проходит, смотрит Да. мультики, Сейчас обезболивает, технологии. об этом комфортно не бывает, я так думаю. Также почетные гости оценили спортивные и музыкальные кабинеты, столовую и пищеблок. Лина Сычоева, Асхаб Билакиев, Новости 24.